Так, у вас была задача сделать некое такое исследование и узнать про библиотеку jQuery, да? Кто узнал, как подключается, как можно использовать jQuery на свой сайт или на свое приложение, как его нужно подключать? Кто хочет показать, друзья? Так, вижу руки, отлично. Давайте начнем с Абдрахмана. Саламатсыз. Так, сейчас демонстрацию начнем. Вообще, как подключить, тут небольшой пример сделал. Как подключить jQuery? Есть два варианта, то есть можно подключить его через скрипт SRC и ставить сюда API, то есть ссылку, и сразу же будет работать. Или есть второй вариант. Ну, скачать файл, да? В самом сайте jQuery.com есть файл, который можно скачать и вставить себе в сайт, потом уже подключиться. То есть вот он, последняя версия 3.6.0. Что такое вообще jQuery? jQuery это, думаю, как Bootstrap. Вот, они во многом похожи. Только Bootstrap это больше с адаптивностью и CSS. А вот в JavaScript очень легко можно легко и быстро сделать, то есть некие функции и даже долго не писать, да, много не писать. То есть смотрите, вот так вот у нас, допустим, выглядит вот это. То есть если оставить отзыв, да, то есть пишешь, отправить отзыв, да, нажимаешь, и он закрывается. Как он будет писаться на jQuery? То есть знаком долларом. Знак доллара, то есть он ищет в документе, да, не будешь писать документ query selector и искать его. Просто пишешь доллар, определенный тег или класс, или тут можно атрибут и идентификатор, все что угодно. И через он, клик и function, то есть блок меню дает toggle класс active. Как бы он выглядел, вот так он выглядит в JavaScript. Вот по многому же он короче, да, то есть понятнее даже. Да. И удобная библиотека. jQuery это не отдельный язык, это, как я сказал, уже библиотека. Вот. Что еще? Я заметил, jQuery, то есть другие такие, то, допустим, toggle класс, да? Я это раньше не замечал, что через toggle класс, допустим, active и это. Я обычно делал класс name, потом toggle. Это первое. И тут, то есть в самом библиотеке очень много, допустим, тут за, не знаю, 20 минут можно сделать weather app, да? То есть weather приложение. Тут даже готовый код есть. Я помню, хотел сделать weather приложение, но так и не достиг своего. Вот. Отлично. В общем-то, все. Отлично. Хорошо, классно. Идем дальше. Асель. Саламатсыздар. Мен Абдрахмандай кылып код берген жокмун, бирок мындай окуп исследование кылып чыктым. Менин түшүнгөнүм боюнча jQuery бул негизи
библиотека экен, 2006-жылы жазылган. Так кишинин атын унутуп калдым, просто деген бул, потому что биз HTML домдон HTML коддорду алыш үчүн JavaScript'те негизи ошо 2006-жылга чейин ES6 JavaScript чыкканга чейин бул көп аябай тяжелый жазылчу экен да, көп анан багтар да көп чыгчу экен, проблемалар көп болчу экен. Анан ошон үчүн, чтобы меньше писать кода и быстрее создавать сайты, ошол адам деген ушу jQuery библиотеканы жазып чыгыптыр. Бул jQuery библиотеканын аябай көптөгөн түрлөрү бар экен. Бул jQuery деген ушу дом элементтеги и ошондой эле дом, анан бом элементи менен бат иштейт экен да. Ошого уже библиотека, бул jQuery өзү негизи JavaScript менен эле жазылган библиотека экен. Просто муну менен уже готовый биз эме жана доллар айтпадыбы, document query selector деп издебей эле знак долларды койсо эле ошо документ издейбиз депчи. Просто бул ошол JavaScript'ин эле элементтерин бириктирип бир определенный бир символдорго байлап коюлган экен да. Анан бул jQuery'нин деген библиотеканын айтып кеткендей түрлөрү көп экен. Но основной ошо көп программисттер ошо jQuery SDN деген бөлүгүн разделби же короче ошо SDN деген раздел менен ошо көбүнчө иштегенге чакырат экен, потому что деген бул jQuery SDN разделы бул определенный файлдар менен иштейт экен. Ошол анан jQuery'ни соединять эткенге ошо HTML документке эки түрү бар экен. Бул деген ошол браузердин өзүнүн эле путту, ошо өзүнүн основной сайтынан путту эле ошо как эме сыяктуу эле, JavaScript сыяктуу эле деген body элементтин эң ылдый жагына скрипт аркылуу эле CSS менен кошулат экен. Или как Bootstrap сыяктуу өзү ошо полный документ файлдарды биз скачать этип алып, ошону кошуп компьютерибизге кошуп эле ошентип бириктирсек болот экен. Как Bootstrap сыяктуу биз скачать этип албадык беле файлдардычы, ошо сыяктуу болуп. Ошондой эки түрү бар экен. И заодно ошо бүт файлды карасак бүт ичинде полный коддор бар экен. Даже ошол коддорду алып өзүңө ылайыктуу кылып өзүң даже жасап алсаң болот экен, ошол элементтердичи jQuery'ни. Анан бул jQuery'нин жакшы жери бул API адрестери менен иштейт экен, потому что бул скоростьты даже JavaScript'ке караганда дагы күчтүүрөөк кылат экен, потому что деген jQuery бул jQuery'ге эме подключен экен да. Мен түшүнгөн жокмун кантип иштейт, бирок деген бул jQuery'нин путю ближайший сервер центр деп айтылат, или какой? Сервер. Да, ближайший серверди алып, ошондон данныйларды алып берет экен да. Ошондо получается деген, например, бияк жагын ближайшийди алып берет дегенди түшүндүм, но JavaScript кантип иштейт экенин билбейм, но ошо ближайший серверден данныйларды алып берген үчүн бул башка библиотекаларга караганда батыраак иштейт. Жакшы, сонун jQuery боюнча толук маалыматты айттыңар десем болот. И давайте посмотрим практическую часть. Как уже ранее было сказано, до появления ES6 JavaScript писать на JavaScript было проблематично. Не то, что проблематично, а приходилось писать больше кода. Каждый браузер, разработчик браузеров, да, там, допустим, Microsoft, Mozilla Firefox, компания вообще Mozilla, да, Safari, там компания Apple, Google, да, или там движок Chromium. Каждый разработчик, каждая компания, да, она тянула одеяло на себя, придумывала, не то что придумывала, а исполняли реализацию JavaScript, которая описывала вот этот ES6 стандарта, да, по-своему, и
один и тот же метод, например, одно и то же реализация одного кода выглядела разным образом под разные браузеры. Ну, естественно, веб-разработчику нужно добиться того, чтобы один и тот же сайт хорошо, прям так же со всем функционалом работал на всех вот этих браузеров. Потому что какой-то клиент любит, допустим, Chrome или Chromium, кому-то может нравиться, например, Mozilla Firefox, а кому-то вообще Internet Explorer. Или, допустим, вообще есть, например, какие-то банковские приложения, веб-приложения, которые могут работать только, например, в браузере Internet Explorer и нигде больше. И в связи с этим у разработчиков была такая головная боль. Писать один и тот же код, потом его переписывать, например, изначально, например, написали какой-то код для Google Chrome, потом нужно было этот же код для кросс-браузерности дописать еще какие-то строки для того, чтобы Internet Explorer работал хорошо, как же в Chrome, и там для Mozilla, там и для Safari, в общем, была непонятка. И вот эту непонятку решил автор jQuery. То есть появился jQuery. Что он означает? jQuery был такой библиотекой, написанной такой универсальностью, можно сказать. Придумали такую библиотеку, в котором пишешь один код, и этот код одинаково работает практически во всех браузерах. Он был такой маленький, быстро скачивается, и как бы продвигает идею «пиши меньше, делай больше». И на самом деле jQuery классная библиотека. Несмотря на то, что его ругают, что он уже устарел и так далее, на нем написано, не знаю, там, наверное, миллионы сайтов. Потому что когда jQuery появился и разработчики увидели его весь функционал, многие большие такие компании, организации, которые ориентированы на создание разных фреймворков, там, разных контент-менеджмент систем, они начали его использовать. Ну, возьмем, например, систему управления контентом WordPress. У него, когда вы скачиваете ядро WordPress, то у него уже есть этот jQuery. То есть WordPress написан именно с помощью, то есть весь функционал, который нужен для каких-то динамических вещей, WordPress взял и использовал jQuery. И почему сейчас ругают вот этот jQuery, что его нельзя использовать, что он устарел? Ну, потому что у нас появился ES6 JavaScript. И JavaScript с применением стандарта там ES6, он намного вырос, скажем, как язык программирования, да? И многие вещи стали на нем лучше писаться, лучше поддерживать браузеры. Везде как бы приняли вот эти стандарты, что каждый браузер, который раньше тянул на себя одеяло, они наконец-то пришли к такому мысли, к такой идее, что хватит, давайте двигаться вместе и развивать веб как бы вместе. Поэтому сейчас вот как раз-таки по этой причине мне рекомендуют использовать jQuery. Несмотря на то, что jQuery, эта библиотека маленькая и довольно-таки производительная, но на нем не напишешь такие реактивные, например, приложения, которые похожи на мобильные приложения. Да? Сейчас, если откроете какие-то веб-сайты, типа Netflix, там, Facebook, Instagram там, и так далее, то вот эти приложения, веб-сайты, да, похожи на мобильные приложения. В чем преимущество мобильных приложений? Веб-приложения, которые похоже работают на мобильные приложения. Потому что нету перезагрузки. Это так называемые single-page application. Получается, конечный пользователь загружает один раз контент,
И все, когда он кликает разные ссылки, у него не происходит перезагрузка. Видите, сейчас на jQuery я, чтобы прочитать, например, блок библиотеки jQuery, когда я кликаю, браузер перезагружается. А перезагрузка это что означает? Это означает, что мой браузер отправляет запрос на сервер, где находится jQuery.com, и запрашивает HTML, да? Запрашивает запрос. А потом этот сервер отвечает там, вот если по такому-то адресу нужно открыть там вот эту страницу. И это все приходит, и вроде бы кажется, это какие-то миллисекунды, да? Но все-таки это все влияет на производительность. А на мобильных приложениях как мы работаем? Мы на какую-то иконку кликнули, у нас же практически моментально же открывается все. Ничего не перезагружается. Если происходит какая-то отправка данных, то незаметно, тихонечко все отправилось, ничего не перезагрузилось, там ничего не надо ждать, и все прекрасно работает. Поэтому пошла такая тенденция, что нужно делать приложения похожими на приложения мобильных устройств. И поэтому jQuery такое не может. Ну, даже если оно может, то многим кодом получится. И чтобы делать такие реактивные приложения, появилась такая библиотека там, React, типа там Vue. Вообще есть еще отдельная отдельный фреймворк, который называется Angular, да? Используя JavaScript, который можно написать там практически любое приложение. Вот. Но современному веб-разработчику нужно все-таки, я считаю, нужно знать этот jQuery. Потому что, как я говорил ранее, очень многие популярные такие контент-менеджмент системы использовали эту библиотеку, и очень много сайтов написано на jQuery. Если вам, допустим, вы как бы устроились работать в какой-то компании, и в эту компанию пришел заказ, что какой-то сайт, старенький сайт, нужно переписать на более такой новый движок или там сделать редизайн там и так далее, то наверняка эта компания возьмет и перепишет это приложение именно нативным JavaScript или там какой-нибудь библиотекой типа Vue или React. И чтобы вообще понимать логику, как работает этот старый сайт, и чтобы вообще понимать, да, как вся логика устроена, и узнать все, то нужно знать этот jQuery, если сайт написан на jQuery. Поэтому мы посвятим несколько уроков изучению jQuery. И jQuery на самом деле очень легкий. Поскольку мы уже освоили азы JavaScript, после того, как мы сделали один лендинг-страницу, да, то мы как бы планируем вот эту же страницу, которую мы сделали ранее, перепишем на jQuery. И вы как бы для себя решите, насколько хорош jQuery или насколько он плох. И сегодня начнем с подключения jQuery. Ранее уже нам показали, что jQuery можно скачать как файл, да, как Bootstrap. Ну, можно так и брать как Bootstrap. Скачали какой-то файл, подключили, и все работает. Или взяли там CDN, подключили этот линк, и все будет работать. Если мы сделаем запрос jQuery CDN, и на сайте jQuery в разделе как бы скачивания, даунлода, и у нас есть несколько CDN-ов. Что вообще этот CDN означает? CDN означает Content Delivery Network. Это сеть доставки контента. Это так называемые сервера, которые разбросаны по всему миру, в разных континентах, в городах, и которые кешируют такой часто потребляемый контент.
получается, в чем преимущество CDN-ов? CDN, они позволяют кешировать. Не только кешировать, но когда, допустим, какой-то сайт делает запрос на закачку jQuery там, или того же Bootstrap, то CDN, сеть CDN настроена таким образом, что вычисляется самый близлежащий сервер вот этой CDN, да? И потом браузер скачивает с наиболее высокой скоростью, очень быстренько вот эти все библиотеки там и разные штуки. Это выгодно получается, но использование CDN в некоторых ситуациях есть ограничения. Допустим, мы решили использовать jQuery на своем сайте через Google CDN. Мы кликаем, и здесь есть разные версии jQuery. Допустим, первая версия, потом вторая версия, там третья версия. Ну, естественно, мы будем брать самую актуальную. jQuery 3x и так далее. Вот здесь у нас есть копии, и здесь подставляется адрес того самого CDN, откуда все можно стянуть. Если мы откроем этот URL, прописанный в атрибуте src, наш браузер скачает вот такой вот JavaScript код. Это сжатая версия библиотеки jQuery. Видите? Ну, не кажется таким уж и большим. На самом деле, если его отформатировать, здесь довольно-таки много кода. Вот. И давайте сейчас сперва попробуем подключить эту библиотеку в наше приложение через CDN. Вот. У меня пустая директория. Как обычно, там для себя, для своего проекта создаем директорию, создаем индекс HTML. Здесь разворачиваем базовую структуру. И как мы привыкли подключать там скрипты, да, в самом внизу, точно так же подключаем скрипт, скопированный из CDN, самый нижнюю часть нашей библиотеки. То есть вот берем вот этот весь тег скрипт со всем его содержимым и вставляем самый вниз. Вот. Теперь у нас браузер будет скачивать библиотеку jQuery по этому адресу. Здесь еще есть как бы приписка, что это минифицированная версия, что этот код оптимизирован и так далее, и так далее. Ну а дальше, после того, как мы скрипт подключили, ну, мы с библиотекой же ничего же не будем делать. Мы будем пользоваться только тем функционалом, который предоставляет jQuery, сама библиотека. Да? Мы эту библиотеку никоим образом не будем затрагивать. Мы оттуда будем только брать нужный нам функционал. А свой JavaScript код мы будем писать в своем файле. Что я делаю дальше? Я создаю папку или директорию, называю его JS. Внутри создаю свой там скрипт, например, назову app.js. Вот. После этого мы подключаем свой скрипт. Скрипт — это директория JS, app.js. Именно вот в таком порядке. Поскольку мы как бы решили, что мы будем писать на jQuery, в app.js мы будем писать здесь только jQuery код. Ну, будем писать, конечно, JavaScript, но только основываясь на библиотеке JavaScript и используя синтаксис библиотеки jQuery. Поэтому наш скрипт, вот app.js, он будет зависеть от библиотеки. И все, что мы здесь напишем, оно будет основываться на jQuery. Поэтому будет логичнее подключать на скрипт после нашего. Помните, да, когда мы подключали Bootstrap, мы сперва подключали Bootstrap, а потом наши скрипты. Вот получается примерно такая же ситуация. Подключили библиотеку, потом подключили наши свои скрипты. Вот. Если мы возьмем скрипт этот, подключим вот здесь, наш скрипт не будет работать. Потому что вот этот скрипт запустится первым,
чем вот этот. И все зависимости мы не сможем как бы решить, да, поэтому свои скрипты подключаем после. Дальше. Вот первый способ подключения скрипта. Через CDN. Как видите, ничего сложного нет. Но в этом способе, как я говорил ранее, есть ограничения. Допустим, вам пришел заказ на из какой-нибудь страны, где вот эти все CDN, например, Гугла блокируются. Или там вообще какие-то CDN блокируются. И получается, если мы в какой-то, например, стране, для какой-то страны сделали сайт, подключив через CDN, высока вероятность, что если это правительство этой страны блокирует, например, CDN, то наше приложение не получит библиотеку. И, соответственно, весь наш код, который написан в WebJS, оно не сработает. Поэтому, если мы хотим бронебойности, если мы хотим, чтобы мы сами доставляли библиотеку пользователю, сохранив библиотеку у себя где-то вот здесь в папке app.js, библиотеку, потом его доставлять, то что мы можем сделать? Мы, конечно, можем скачать. На странице идем в раздел Download, и здесь есть несколько вариантов. Есть Slim версия, такая урезанная версия, есть Production, и нам зачастую нужен этот Production версия. Есть версия для разработчиков там и так далее. И, вот здесь есть разные версии. Ну, плюс еще jQuery можно использовать, как бы подключать через вот эти JavaScript пакетные менеджеры, там, типа NPM или Yarn, там, плюс еще есть Bower. Вот. Мы про них тоже в будущем поговорим, про эти пакетные менеджеры. Но пока что нам чисто нужен файл, да, который мы можем скачать. Поэтому идем на раздел Download и качаем Compressed Production jQuery. Кликнули, и открывается примерно тот же код. Не то, что примерно, абсолютно тот же код, который мы открыли через CDN Google. Мы кликаем правой кнопкой, нажимаем «Сохранить как», идем в нашу директорию. Так, у нас это lesson 25, сюда. И что можно здесь сделать? Я могу его сохранить, вот этот jQuery 3.6.0 min.js в папке JS, но есть еще такая практика, что создают, скажем, не здесь, а внутри JS могут создать папку libs. Папку libs как бы library, да, библиотеки. Либо могут создать там отдельную еще папку, которую могут назвать, например, providers. Типа провайдеры чего-то. Поэтому, любой вариант в нашем случае прокатит. Можем сохранить в директорию libs. Чтобы было понятнее, да? Вдруг, если мы еще решим подключить какую-нибудь JavaScript библиотеку поверх еще jQuery, то, чтобы хранить структуру файлов, там, чтобы все было удобно искать, там, находить, то лучше всего создать отдельную директорию именно для библиотек, назвав его там libs или там еще чем-нибудь, каким-нибудь другим названием. Вот. Сохранили. Открываем. Вот у нас в папке JS появилась еще одна директория, которая называется libs. Теперь вместо вот этого CDN мы подключим свой файл вручную. Это у нас TextScript с src. Идем в папку JS. Внутри у нас есть libs, внутри есть jQuery. Все, теперь мы его подключили. И теперь пользователь, который будет открывать наш сайт, он будет скачивать libs jQuery из нашего сервера. То есть наш сервер будет доставлять jQuery до нашего приложения. Вот. Теперь давайте посмотрим,
как работает этот jQuery. Создадим несколько структур HTML элементов. Ну, давайте сделаем там какой-нибудь линк, ссылку. Сразу же запустим браузер. Так, вот это все нам уже не нужно. Удалили. Вот ссылка появилась. Ну, сегодня мы научимся искать элемент. В обычном JavaScript, ну, чтобы найти вот этот тег A, что мы делали? Мы ищем документ. Сперва, например, создаем переменную, да, назовем, например, const link. И сюда складываем документ, query selector и указываем, что это у нас тег A. И попробуем вывести найденный линк в консоль. Консоль log link. Откроем здесь консоль. Вот мы получили нужный нам тег. Тег A. Как работает jQuery? jQuery писать вот эту всю конструкцию нет необходимости. В jQuery придумали такой синтаксис, что можно использовать знак доллара, ну, что означает как бы в обычном JavaScript, в нативном JavaScript, вот этот знак доллара означает как бы идентификатор, где можно, который можно использовать как название переменной, да? И jQuery в библиотеке пошли именно вот таким путем. Пишется доллар, ставим круглые скобки, это как бы вызов какой-то функции, да? И эта функция именно для поиска элементов. И внутри мы просто указываем, что нам нужен тег A. Мы нашли этот тег A, но его же нужно куда-то сохранить, поэтому const link вот так. А потом выведем этот линк в терминале, в консоли. Получаем вот такой вот объект. У нас нулевой элемент получается вот тег, как бы первым нулевым индексом или первым нулевым ключом получается у нас мы получим вот такой вот линк. Что на самом деле, когда пишут на jQuery, ну прям не обязательно вот так создавать отдельную переменную. А что мы можем сделать? Мы возьмем вот эту конструкцию, которая ищет нам нужный элемент, и сразу можем передать в консоль log. Мы получим то, что ранее так и находили. Объект А, там под ключом 0 у нас есть тег A. Здесь есть разные такие свойства, и все, что касается этого элемента, оно будет здесь. И методы, и свойства, и так далее, и так далее. Вот таким образом происходит у нас выборка элемента, то есть нахождение элемента. Здесь получается это похоже работает как с документ, как бы query selector, да? Если мы просто напишем название тега, jQuery найдет нам тег. Если нам нужно, например, найти по классу, скажем, вот этому тегу A, придумаем, например, класс btn. И теперь мы не хотим искать все теги A, а именно класс btn. То тогда мы здесь напишем, что нам нужен класс btn. То есть как и в query selector, да? Если ищем класс, то подставляем точку и ищем класс btn. Получим элемент A с классом btn там, и всю ту же структуру. Если мы ищем элемент по ID, допустим, этому линку еще придумаем ID-шник.
айдишник, например, скажем, hello. И теперь мы не будем искать по классу, а именно по айдишнику. Айдишник же у нас чем удобен? Удобен тем, что айдишник у нас уникальный. Если мы хотим найти один элемент, игнорируя все, то мы можем придумать айдишник. Да? Поэтому давайте теперь попробуем найти айдишник. Вот. Все так же просто. Вместо точки поставляем хэштег. Допустим, в нативном JavaScript что мы могли бы сделать? Ну, могли бы написать прямо так, либо могли бы написать get element by ID и там передать btn. Да? Не то что btn, а hello. Смотрим в консоли, мы получим то же самое, только здесь теперь ссылка А с айдишником hello. Ну и у него еще есть дополнительно, мы получаем класс btn. Вложенность. Как находить вложенные штуки? Скажем, у нас есть навигация. Tag nav. Tag nav с классом, например, nav. Внутри nav класса у нас есть наша вот эта ссылка. Скажем, теперь нас интересует класс btn, который находится внутри nav. Не все btn, да? Вот здесь может быть еще какой-нибудь нам A с классом btn. Скажем, здесь, например, link 2. Вот. Если мы ищем по классу btn, но не все A с классом btn, а именно btn, который находится внутри nav, что мы можем сделать? Мы в кавычках здесь убираем все и пишем .nav и .btn. И вот это получается у нас селектор, как в обычном CSS. Да? Найди мне класс btn, который находится внутри класса nav. Открываем консоль. Вот мы получаем ссылку, у которой есть айдишник hello, плюс еще есть класс btn. И смотрите, длина 1. Если в HTML у нас таких классов будет 2, то чтобы найти все элементы, что нам нужно было писать в нативном JavaScript? Нужно было вместо query selector надо было писать query selector all. Мы оставим сейчас в jQuery только такой же код. Найди мне btn, который находится nav A. И смотрите здесь. Мы теперь получаем два домузла. Hello. Ну, даже здесь, если будет айдишник, будут разные или вообще у одного не будет, мы все равно найдем вот этот элемент с классом btn. Видите, у первого ID есть решетка hello.btn, а вот второй another btn, вот он просто btn. И длина у нас у этой коллекции уже 2. Вот мы нашли 2 элемента. То есть вместо того, чтобы написать document, query, selector, all и так далее, мы пишем один код, и это работает и для одного элемента, и для двух, и если будет 3, и так далее. Намного короче, да, чем нативный JavaScript. Так, скажем такую структуру. У нас могут быть на сайте секшены, да? Section внутри могут быть там дивы с классом блок. Там 1, это может быть 2, там 3, 4. Но вне секшена у нас также может быть, например, тот же класс блок. Напишем здесь just блок, просто блок. Вот.
как сделать так, чтобы найти только те классы блок, которые находятся внутри секшена. Там даже можем задать секшену класс, например, section. Вот. Нам нужно найти только те блоки, которые находятся внутри. И именно первые элементы. Не какие-то дочерние, а именно, так скажем, ребенки, да? Вот. Здесь мы можем написать такую структуру. Мы ищем класс section. И здесь у нас есть блок. И мы получим только те блоки, вот видите, выделяется, да, вот первый элемент, второй, третий и четвертый. А just block сюда не попадает, потому что вот этот блок не находится внутри. То есть здесь как бы вот эта структура нам знакома, да, из CSS, вот этот селектор, именно селектор. Вот сюда мы можем, получается, передать вот эти селекторы там и так далее. И точно так же работает, например, вот селектор плюс, да, и так далее, и так далее. Теперь давайте попробуем поработать с поиском элементов по атрибуту. Скажем, у нас есть инпуты. У нас есть input type тексты, там, скажем, несколько штук, 3 штуки. Есть еще password, есть еще email. Если мы сейчас jQuery передадим тег input, вот, передали input, что мы получим? Первый input, второй input, третий, четвертый, пятый. То есть мы нашли все вот эти инпуты, которые добавили в HTML, да? Но что делать, если мы хотим найти только те инпуты, у которых тип текст? Ну, скажем, нету у них классов. Там верстальщик не написал сюда классы. Ага, по логике нам нужно что-то сделать, например, с инпутами type text, или там что-то сделать с инпутом type password. И то же самое для email. Сюда мы можем передать селектор по атрибуту. Допустим, нам нужны type текста. Мы пишем input. Типы, как мы указываем CSS селектора? Через квадратные скобки. И здесь пишем type равно текст. Здесь только убираем вот эти кавычки. Поскольку у нас строка, как бы передаем, здесь уже не обязательно передавать вот эти кавычки. Input type text. Передали, получаем вот первый input с типом текст, второй input типом текст и третий. Вот. Если мы посмотрим разметку, вот у нас 3 type текста. Мы их получим. А все остальные вот эти password и email, они не попали в эту коллекцию. Вот. Если наоборот нас интересует, например, input type email, мы пишем input type email. Получаем один элемент. Вот последний, у которого есть input type email. Вот таким образом, получается, мы можем делать выборку, да, сортировать. Там то же самое для, скажем, там input even. Even, кто помнит, что означает? Вообще вот этот селектор что означает? Input, двоеточие, even. Четное или нечетное? Смотрите. Первый input, третий input и последний input. Нечетное. Even это у нас нечетное. Также, например, если мы хотим найти четные, что мы сюда можем написать? Odd. Получаем тогда вот второй элемент, четвертый
И пошли дальше. Если инпутов будет больше, то мы выбираем все четные элементы. Так. Также есть у нас сортировка, скажем, выборка по фильтру исключения. Создадим, например, несколько имиджев. Image, сюда просто пока подставим что-нибудь слэш, атрибуту просто напишем там, hello. И каким-то изображением, например, зададим класс лого. Вот сюда добавим класс лого, сюда добавим класс лого. И смотрите, какую структуру я сюда сейчас напишу. Какой селектор. Img, двоеточие, not, в кавычках, в скобках, точка лого, img. Как вы думаете, что это за селектор? Кроме. Вот. Смотрите, сколько здесь имиджев? 1, 2, 3, 4, 5, 6. А сколько здесь у нас? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот. Как вы поняли? Что это фильтры исключения? Смотрите, еще раз. Обновились. Вот у нас получили коллекцию. Первое изображение, img, вот у нас. Hello, хорошо. Второе изображение, hello, окей. Третье, ну практически мы получаем все те же изображения. В чем дело? А если вот здесь убрать? Вот, теперь исключение у нас имеется. Смотрите. img, у которых нет класса лого. Вот один элемент. Так, давайте вот здесь напишем. Не hello, not напишем. Not напишем. Так, здесь alt напишем yes. Здесь not. Здесь not. И у этого есть класс yes. Сюда напишем yes. Мы получили изображение, у которых нету not. Второе изображение, у которого нет not. Дальше, у которого нет not. И все. То есть фильтр исключения, вот оно. Мы ищем img теги, у которых нет класса лого. Точно так же мы можем искать, допустим, все теги лишки. Где-то может быть есть да, тег A. Там, hello. Но могут быть лишки, у которых нет ссылки. И давайте здесь уберем. Если мы хотим найти только те лишки, у которых внутри нету ссылки, тега А, что мы можем здесь написать? Или, допустим, наоборот, содержат теги А. Мы напишем все теги ли, у которых есть has, A,
Первая ссылка, да? Вот ссылка есть. Второй элемент, у которого есть ссылка. И третий элемент. А как наоборот сделать? Как вы думаете? Наоборот, найти те элементы, у которых нет. Лишки. Просто лишки без А. Как мне написать? Ли, нота. Так написать? Что будет, если мы вот так напишем? Хорошо, давайте проверим. Вот link, вот, 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 вот. Практически получаем все те элементы, которые здесь есть. Вот этот фильтр исключения сейчас не заработал. Хорошо. Прозвучал вариант has. Сюда пусто. Длина 0. У нас сейчас вообще 0. В общем, подумайте над этим вопросом. В чем смысл вот этого поиска? Здесь, получается, мы передаем селекторы. Никакого такого замудренной вещи, а именно селекторы. Помните книгу по JavaScript, по CSS, большая книга CSS? Там же есть у нас раздел селекторы. Вот там еще просмотрите, какие у нас селекторы есть. И можно, получается, сюда передавать любой селектор. Вот. Ну, также работают вот эти first, там last, последний элемент, если нам нужно, и так далее, и так далее. Сейчас быстренько поделимся на группы. Что мы будем делать? У вас есть лендинг, да? Разметка. Вот эта разметка. Мы это приложение будем переписывать на jQuery. И помните логику в хедере клика. Сейчас этот клик не работает, потому что у нас здесь нету JavaScript. Из этой верстки все, что было написано до этого, удалено, и сейчас сайт как бы абсолютно остался без логики. Начнем с того, что нам нужно вот этот тогл реализовать, да, только менюшки. Что от вас требуется? Вам нужно найти все HTML элементы, которые нужны для реализации вот этого тогла. Что нам нужно? Не прям каждый элемент, а именно только то, что нам нужно. Нам нужно реализовать переключатель, да, навигации. Что вам нужно найти? Напишите в чат или включите микрофон. Будем по классу искать? Какие классы? Что нам нужно искать? Navtoggle, links контейнер и links, да? Так, navtoggle, links контейнер. Ну, практически, можно сказать, нам нужно два элемента, да? Это сама кнопка и вот эта менюшка, да? Вот. Попробуйте их найти, вывести это все в консоль. А на следующем занятии мы уже будем потихонечку узнавать, какие же есть методы jQuery.
И сразу домашнее задание. Что от вас нужно? Открываете API Documentation на сайте jQuery и начинаете изучать все вот эти методы, которые предоставляют API jQuery. Да? Что они делают? Постарайтесь из вот этого списка API, да, методов, функций там jQuery, подобрать себе такую маленькую коллекцию именно тех методов, которые помогают менять содержание тега. Ну, допустим, в обычном JavaScript что мы делали? Чтобы, например, внутри что-то какого-то тега поменять, там inner text, или там inner HTML, или там text content, да? А в jQuery есть другой метод. Вот. Типа подобных методов найдите, которые манипулируют сперва контентом внутренних элементов, плюс еще методы, которые работают с классами. Там добавление класса, удаление, там что еще, переключение, ну и практически все, да. Для классов что еще нам нужно? Добавить, удалить и переключать. Вот такие функции тоже есть в jQuery. А в нативном JavaScript что у нас есть? Там элемент, класс list, .add, чтобы добавить, .remove, чтобы что-то удалить, и .toggle, да, которая переключает. Попробуйте найти такие аналоги методов в jQuery. Это домашнее задание. Так, сейчас быстренько поделимся на 20 минут. Даже думаю, 15 минут вам хватит, чтобы найти все элементы, которые нужны нам для реализации jQuery тогла, да? Там просто 3 класса надо найти и консоль log сделать, как вы Да. показали, да? Да. Попробуйте их вывести, поизучайте, что дает вам консоль, да? Если мы, например, обычным JavaScript искали, там его элемент положили в переменную, потом его вывели, мы получали, там, скажем, тег, да, типа там тег A, там со всем его содержимым. Но, как вы видите, как я показал, jQuery, он выдает нечто другое, да? Попробуйте изучить, что выдает в консоли jQuery. Так, давайте все-таки на 15 минут и поехали. Так, друзья, возвращаемся. Вижу руки. Так, это хорошо. Багдолет. Человек, калам. Сондай қылып мына Toggle'ды таптым. Мына бірінің ішіндегі links контейнер. Бұл контейнер. URL да. Links контейнер ішіндегі. И біз этого клик менен қосылдық. Мына Toggle'ға текст болғанда көшіп. Links контейнерге. Toggle. Наверное, конце дифтермен. Солар деген консольға бұл баттан. Бұл контейнер. Бұл URL. Сонундастыр. Отличная работа, Багдолет. Уже реализовано. Тогл уже, можно сказать, реализовано. Классно. Так, Айсулу. У меня то же самое, что и у него, только я, оказывается, не до конца сделала, да? Сейчас я вам покажу. Так, jQuery. Так, хорошо. Для сокращения скажу, вот $, и потом
скобки и какой-то класс, также можно переписать именно со словом. Вместо доллара можно писать, получается, jQuery, nav, потом и так далее. Но большинство привыкли к тому, что вместо написания всего слова jQuery просто используют доллар. Да? Поэтому, если вы увидите, что где-то используется jQuery и вызывается сам jQuery, не пугайтесь, это то же самое, что знак доллара и скобки. А вот этот, он еще короче, да, получается, пишется, Да, записать можно? да. Мгм. Вот. Ну, Все- у Багдулета видели, да, 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 насколько код сократился. да. 2 строки всего. Да. Так, а так, отлично, Айсулом. Так, едем дальше. Абдрахман. Агай, Угу. у меня то же самое, я вообще даже, сказать, ничего не писал. Угу. Вот, то, что я вначале же, когда домашнее задание показывал, я просто скопировал, сюда поставил, и, ну, и класс поменял, но Угу. не работает, понимаете? Я вот нашел его на Toggle, Угу. я уже вижу ошибку, все, работает будет. Нет, не работает все равно. Так, давайте Так вот, посмотрим в консоли. нет, подожди. Toggle класс. Да, Toggle класс show links. Угу. Я захожу, у меня вообще тут active было сначала. Я вот классами, то что вот CSS, я не мог разобраться. Угу. Я не понимал, какой класс сюда вставлять. И я вставил active, не получалось. Потом посмотрел Багдулета, там типа было show links, то что этот класс, да. Потом я его сюда вставил, но не работает все равно. Давайте Я не могу найти код какой. начнем с консоли. Может, там Так, какие-то ошибки. я проверял, там вроде ничего не было. Так. Сейчас откроется. Так. Так, окей, Вот. здесь нет ошибок. Так, верстка та же, да? Все Да, CSS та же. ничего не меняли. С Я этого. тут, я как с- Kilichek Listen скачал, так я сюда Мгм. вставил. Почему тогда не работает? jQuery қосылып тұр ғой ағай. Қайсы ол? jQuery қосылып тұр ғой JavaScript-ке. Жоқ, қосылған мына жерде. HTML-ді көру керек. Ссылкасын ғой, что ли? О, ссылкама қосқан да? Вот. Так. Хорошо. Смотрите, я по классу нашел, клик определил. Линкас. Вообще этот класс вот, ну, таким должен быть. Шоу-линк же. Так, по-моему, да, шоу-линк, который показывает. Мен қарап көрсем, кстати, стайлмен CSS өзгеріп отырмын, типа ашылғанда. Анан индекс HTML-ге тура қосылып тұр ошо стилдер. Индекс HTML-ден CSS тура қосылып тұр ошондой. Так. Ну, Так. Здесь использование не тогла, а тогл класс, да? да. Тогл класс, по-моему, там уже запускается функция, которая должна менять вот этот класс. Поэтому здесь тогл, просто тогл, переключение класса. То есть просто трогал, да? Да. Понятно. Не работает. Может, Да, класс name тогл? Нет, просто тогл. Смотрите, я видел у Багдулета было тогл класс.
И у Есть меня, как я jQuery есть два метода, которые переключают классы. Это toggle есть и toggle класс. У них примерно одна и та же логика, но toggle класс, он работает по-другому. Там, получается, можно передавать два параметра в toggle классе. И, насколько помню, еще можно просто, если не вызывается функция, по-моему, передается еще объект. Давайте просто выведем в консоль, мы нашли ли те элементы. Хорошо. Так, вот она вводится на второй. Выводим сам Мгм. контейнер Lix. Контейнер. И он вводится. Мгм. А вообще, когда я нажимаю, класс меняется? Так, это надо проверить. Где он? А, А, в навигации же. Мы же ищем навигацию. Внутри, ладно. в хедере же у нас кнопка. Так, добавляется. Он display none становится почему-то, но не добавляйте класс. Так, надо стили тогда проверить. Show links. Хорошо тогда, Агай, наверное, я потом сам разберусь. Мгм. Так, хорошо. Так, посмотрим. Куанычбек. Саламатсыз ба ағай? Самачылык. Мен өзімнікін көрсетіп қояйын. Мгм. Мына бұл жерде бірінші ошол консольға шығарып алдым. Ошол Мгм. жолмен. Андан кейін аларга функция беріп көрдім. Мгм. Алар иштеди. Мінекей биз буну басканда меню Мгм. чыгат. Басса өчөт. Бул жак ошо консольго чыккан элементтер. Мгм. Toggle. Бул ошол линктер. Сонун. Отлично. Ага, видел, у меня вот так же прям вот точь в точь. Да. Скорее всего, тогда jQuery не подключился. Давайте еще раз посмотрим этот link CDN. Может, что-то не доскопировалось? Ол эмеден эмес жанагы Google'дун jQuery'си кошулуп турат ошол үчүн. Болушу мүмкүн. Возможно. Өзгөртүп койсок кезинде эле jQuery ачылды. Так, Google'да я сейчас обратно сюда вставлю. Так. Где мне получать это? Download. Download. А, скачать? Да. Вот здесь взять, да? Нет, отсюда не получится. Локально подключитесь. Абдрахман, локально подключи.
Просто как файл. Попробуй подключи. Так она у меня же есть уже. Так. Но я не помню, где поэтому. Где у нас тут лендинг? Он загрузка. My gosh. Так, вот он. Теперь его Мгм. подключаю, да? Так. Момент истины. Сейчас посмотрим. Так, внутрь навигации, nav-центр, links контейнер, display none. Точно стили не были изменены. Вообще, я не менял. Индекс HTML'дің ең başında stiller қандай қосылғанын соны қарап қойсын. Может, başka. Она подключена как нужно. А можете показать еще раз JavaScript? Вот. Хорошо. Вот он. Нахожу на автогл, клик, работает функция. Links контейнер, там toggle класс вы писали, да? Вы будете писать класс? Я сначала тогл класс писал, потом Агай сказал, что тогл лучше. Ну, и тогл написал. Ну, в принципе, они должны были без разницы работать. Так, сейчас я документацию Toggle класс открою. Так. Ол просто поступында. Может, шығар. Так, Toggle класс. Так, сейчас можно я посмотрю. На toggle. Так, да. Toggle класс можно передавать просто класс. Так, можно передавать класс, который потом можно удалять. Можно функцию. Так, Toggle. От JavaScript вообще нечего даже ждать. А show links у вас с точкой идет или просто toggle? Просто show links. Так, а почему здесь вот так высвечивается? Так, его можно, в принципе, удалить, вот этот фон толсом. Хорошо. Ну, попробуй с точкой. Не, все равно пофиг. Не хочет. Бұл жерге тогл класс беріш керек ұқсайды. Менікінде тогл қылсам істеп жатады. Класс бергенде анау істепші. Так, хорошо, тогда. Большой, да, класс. Точканы өшіріп қойыш керек. Да, точку убрать. Работаешь. Да. Алло. В чем проблема была? Вначале же не работал. Наверное, была проблема с этим. CSS. да. Нет, с CDN, скорее всего, была проблема. Так, links контейнер. Ну, в принципе,
Тогл надо поизучать, посмотреть документацию, я точно не помню. Агай, если бы проблема была с CDN, то почему она через доллар высвечивала на в тогл, да? Да. Как это работало? Вопрос года. Да? Google немесе бұл класстардың немелери параметрлерин берип турат окшойт да. Абдрахмандык клик болгондо стайл деп туруп ошо атрибутканан кийин стилдерге тоскоого. А, Обычно jQuery кошулганда анын класс кошулат да. Можно Google CDN подключался какая версия? jQuery версии тоже отличаются. Не критично, но есть вот эти минорные, мажорные обновления, и там тоже есть некие разницы. Где-то, например, что-то deprecated, где-то может быть наоборот. Поэтому, когда подключаете версию, тоже надо смотреть. Версии от версии чуть-чуть отличаются. Так. Ну, в общем, думаю, с jQuery вы разобрались, да, как его лучше подключать. Я бы советовал бы лучше всего подключать через свой локальный файл. Поэтому я не люблю вот эти все CDN, на самом деле. И когда разрабатываю, всегда подключаю свои файлы. И даже в продакшене версии. В продакшене вообще лучше всего подключать свой файл. Чтобы была всегда бронебойность, чтобы всегда вы знали, что доставляете, куда доставляете, откуда доставляете. Плюс еще CDN в том, что когда, допустим, вы открыли, да, не свой сайт, а чужой сайт, какой-то другой сайт, где уже есть jQuery. Браузеры сейчас стали умными, они этот jQuery могут себе в кэш сохранить. А потом, когда открываете другой сайт, где там же требуется тот же, например, jQuery версии из того же CDN, Google не будет, например, браузеры не будут скачивать этот jQuery заново, он просто будет использовать кэш. Это тоже надо учитывать. В этом плюс, как бы, если версии совпадают, что браузер лишний файл не скачивает. Но есть также и минусы. Там есть ловушка кэша, когда в кэше сохранился какой-нибудь старый код, и он не будет обновляться и так далее. Поэтому, хотя когда разрабатываете через лайв-сервер, браузер принудительно должен сбрасывать вот этот кэш. Вот. На этом все, друзья. У вас задача на следующее занятие подготовить коллекцию, да, коллекцию методов, которые манипулируют данными, именно меняют контент или там что-то еще делают с контентом. Плюс еще дополнительно изучите вот эти методы с классами. Хорошо? Так, окей. Тогда завершаем урок. Встречаемся на следующем занятии. Так, всем пока. До свидания.